жұмысын одан әрі жалғастырады және біздің сөйтіп келген қонақтарымызға мынандай бір сұрақ туындап тұр. Осы сәнге қатысып ән айтуға қалай келдіңдер? Кім әкелді ән айтуға? Ася, отвечай на вопрос. Я вообще узнала, что я пою в лет 17, наверное. Ну, поздно. Для меня было это открытие, потому что в 6 лет я занималась в цирковом кружке, в 10 лет я занималась рисованием, танцы были, кикбоксинг 3 года. После кикбоксинга модельное агентство. Вы представляете, какая у меня походка была после кикбоксинга? Меня в модельном агентстве все это выровняли. Все. А я любительница проходить кастинги. Неважно куда. Я же говорила раньше, сказала, в интервью, в программе. Человек должен быть многогранным. То есть талантлив по всем. Если человек талантлив, все. Я, значит, на любые кастинги. Телеведущие, там, ну, неважно. Хоть где. И я пошла на вокальный конкурс. Также спела, и людям понравилось, и взяли меня в группу. Но потом уже идея была моего брата создать группу «Бонзай». Вот, собственно, мы здесь. У вас живет эта идея уже 6 лет. Произошло. Ал енді біздің студиямызға келіп қоңырау бар екен. Алло, қайырлы күн. Алло, здравствуйте. Знаешь, пока мы здесь обсуждали, как ты пробралась и разные, вы на это внимание. В общем, прервались. Давайте. Алло. Что такое стеснительный? Представьте, пожалуйста. Мы думали, вы уже все, помахали нам ручкой, только вы попадаете в транс. У меня этот вопрос. А можно узнать, как зовут? Как вас зовут, можно узнать? К нам приезжал. Рустем. Да. Очень приятно. Вот, как вы считаете, вообще неформальные люди относятся к моде вообще? Тоже не идут. Как они одеваются, вот ему убрать их? А вы сами считаете, это относится к моде? Я не знаю, как все время задумываться над этим вопросом, когда есть. А чем вызван такой интерес у вас? Ну, не знаю, вот так вот просто. Ну, хорошо. Ну, давайте тогда мы с вами распрощаемся и поговорим о неформалах, так? О моде неформальной. Это их отдельная мода. Не знаю, я не говорит мне. Это их отдельное движение. Бүгін это субкультура же, а культура это мода, значит неформал это тоже мода. Это у них своя Мы мода. вас крестим, что вы все модники. Неформалы молодая, они, правда, их когда слишком, они, смотрите, да, вот когда их слишком много, это уже серая масса. Если 2-3 там Ну, у нас же действительно не так уж и много. Или я их просто не вижу. Они сейчас выражают себя проявление моды, выражение себя. А мне кажется, любой нефор бы обиделся, если бы его назвали там модным. Мне кажется, он наоборот хочет отстраниться от всего банального, от всего формального. Как психолог, я бы хотела сказать, люди, которые становятся неформалами, они, как правило, закомплексованные. Ну это вот в психологии так трактуется. Вот. Да. Кто написал такую книжку и написал, что... Когда человек что-то в себе делает такое, то есть он как бы пирсинг сюда в язык, он пытается выделиться из толпы, то есть он чувствует себя... Да, он закомплексованный. А у тебя никогда не возникает желания выделиться? Нет, я вот естественно я никогда не красила волосы, я минимум использую косметики на себе, я вся естественная, никогда не наращивала ног. Как начнут на нефоры звонить о стиле, я аж боюсь прям все. По-моему, смотрите сами, нефоры, неформально. Для любого нефора, по-моему, мода это есть самое, что ни на есть форма, формальность. Поэтому, я думаю, его бы это обидело, если бы объект назвал моду. Неформальная мода. Вот у формальных людей есть своя мода, у неформальных своя мода. Ну ладно, Завязать бантик с правой стороны или с левой стороны. ладно, бог с ними, с этими неформальными представителями неформальности. Да. Давайте тогда подумаем о том, вот, что в человеке должно быть такого все-таки, чтобы его можно определить, что вот этот человек стильный. Только ли это, я не знаю, предметы гардероба может создать таких стильности? У человека должен быть вкус. Если вкуса нет, пусть у него там брендовая обувь, суперские джинсы, какие-то супердорогие, там, я не знаю, кофточки. По $2000. Но если оно не сочетается ни с цветом, ни стилем, ни структурой ткани, вот это вот, не сочетается, то... Даже не с характером человека. То есть, если он такой грубо одевается... Я знаю о последних тенденциях моды. Да? Нужно играть на контраст. Желтый с черным, розовый Синий с желтым. Так вот, да?
У нас же было, пока это не получается. Ну, желтый с черным было там. А, ну если говорить о нем и обо мне, Вообще модно а не о передать. отдельности. Если вы вдвоем будете ходить, вы вдвоем модные. Ладно, успокоили нас. Хорошо, а вот зайдя, предположим, в брендовый магазин, наверняка грех оттуда выйти, да, не модным или одетым, скажем так. Вот. Если Это, есть или вообще возможно выйти оттуда вот не модным или плохо Если выглядящим? есть деньги, конечно, грех не купить оттуда что-то. А если нет, можно посмотреть. Поулыбаться, померить. Знаете, почитать. как прикольно, когда ты заходишь в магазин, продавщица начинает носиться, ты перемерила все магазины, денег-то нет. Она так, Не ой, подходит. что-то Ну, тут не так. вообще, когда деньги появятся, я уверен, что они появятся. И у любого человека, никто же богатым не рождается, правильно? Все же с чего-то начинают. И вот, Почему? Бывает. когда появятся деньги, и я думаю, это грех, зайдя в магазин, потому что это авторские работы, ведь они вручную все делают, кутюрье вот эти. И, потому что если они это делали, она по-любому будет удобна и по-любому будет красивая. Сейчас как Будет бы что-то интересное одеть. нету, надо выглядеть модно, да, и Что делать, да? для этого делать. Главное выглядеть чисто, чтобы голова была чистая. Ногти. Ровный мейкап, ногти чистые. То есть вот это Ну, может аккуратно, аккуратно, все выглажено должно быть. Все прям Этого достаточно. хорошо. Этого вполне достаточно. Можно в одной кофточке ходить, я не знаю, вареный жопу. Понимаете? Но и выглядеть при этом эффектно. А можно пойти в дорогом платье, куда-то пойти, да, я какой-нибудь будет там с зацепочкой, или не подожди, платное, ты- или какой-то пяточка. Ешь торт и нечаянно себе вот так вот все. Ой. Микрофон То, сначала что она- уронил. То, что оно дорогое, оно как бы тебя Ну не ладно, спасет. вот это тоже все понятно. А вот Рустамбек сказал, что значит грех все-таки выйти из брендового магазина и выглядеть как-то, скажем так, безвкусно, да? То есть брендовый магазин обеспечивает стопроцентную гарантию, что ты будешь хорошо выглядеть. Ну, только что в этой серии буквально говорила. Ну, соответствие что твоему если у человека, вкусу, да. ну, соответствие вкуса, а вообще принято. Вот если у человека действительно его нет, то как бы там автор не старался сшить для нас. Сейчас я вам Что-то скажу. оригинальное, Есть в каждом магазине продавцы, какие-то консультанты, которые должны, мне кажется, владеть вот этим вкусом. И Дизайнерским. это не как на рынке, подходит, надевай, иди. Нет, надо, чтобы там 500 тенге в фитнес сделать. Надо, чтобы вот, нет, сними так, вот это вот, девушка, померьте. Мне нравилось ходить в эти брендовые магазины, заходишь туда, и там сразу, вот вам еще, вот это померьте. А мне не нравится, например, ткань, мне не нравится цвет, померьте, пожалуйста. То есть я мерю и уши. Они проходят кастинг же вот в этих элитных магазинах дорогих, они специальный кастинг проходят, чтобы работать продавцами-консультантами, они должны знать владеть этими тенденциями. Все это знать. Как вообще, что с чем Что сочетается, кому как- подходит. И как по одевается. фигуре смотреть еще. У кого-то бедра широкие, кому-то что-то Ответ было наш такое. не грех. Грех. Наоборот, грех. Не купить одежду. Но если у консультанта продавца было настроение плохое или наоборот, не понравилось. Уволить. Уволить. Надо пить, нам посетить, А там рядом, реклама. да, рядом. Пустырник есть. Можно предложить Попить пустырник, выпейте пустырник, а потом поработайте с нами. Ладно, пустырником у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Сегодня прям у нас день парней какой-то, девочки, это вы гуляете, наверное. Как вас зовут? Меня Алексей.